Путешествие Аль-Бакилани в страну восточных римлян Константинополь. Судья Аль-Кади Абу Бакр Аль-Бакилани был мусульманским ученым в 4 веки хиджры. В эпоху Аббаси и эпоху Бувайхидов, которая в то время доминировала над большей частью Ирака. Аль-Бакилани был известен своими большими знаниями и богатством своих работ. У него было несколько дебатов с теологической школой мутазилитов в исламе и другие заблуждающиеся группы, в котором он смог опровергнуть их и показать слабость их аргументов. Когда король Адуд Аль-Даула Аль-Буйхид услышал об интеллектуальном знании Аль-Бакилани и наличии у него интуиции, он отправил его в римскую страну с важным заданием, связанное с внешней политикой государства. Король послал вас только для заключения договора с восточными римлянами? Или есть что-то еще, ваше высокопреосвященство, имам Аль-Кади? А что натолкнуло тебя на мысль о другом? Сэр, властелин морей. Потому что вы, сэр. Потому что ты необычный человек. Вы мусульманский ученый. Так что у путешествия должны быть большие цели. А повелитель морей, твое предположение верно. Король Рима любит научные дебаты. Следовательно, у нас была возможность показать им учение мусульман и отклонение доктрины римскими христианами. Да поддержит вас Аллах, господин судья мусульман. Я слышал, что астрологи сказали, что это твое путешествие будет благоприятным. Даже ты, повелитель морей, сказать такую гнилую вещь. Астрология не имеет ничего общего с исламом. И никто не знает невидимого, кроме Аллаха. Или тех, кого он принимает от своих посланников по своему разрешению. И вы, мои собратья-мусульмане, должны знать, что добро и зло – это предопределение Аллаха. И ни у планет, ни у звезд нет ни на вес атомоспособностей в таких вопросах. Аллах знает лучше. Когда Аль-Бакилани прибыл ко двору короля Рима и приготовился к встрече с королем, был сюрприз. Простите, господин судья мусульман, вы не можете встретиться с королем, пока не снимете этот тюрбан. И не носите эту форму, замените ее. И обувь тоже сними. Нет, я не буду этого делать. Я не встречусь с королем, пока не надену эту форму и одежду. В противном случае возьмите это письмо, чтобы прочитать ему. И дай мне свой ответ, чтобы я вернулся с ним. Но в чем проблема? Это наши традиции. Почему ты думаешь, что ты другой? Слушай, министр короля. Я мусульманский ученый. Аллах возвысил нас с исламом и велел нас вместе с нашим пророком, мир ему и благословение Аллаха. Поэтому, когда короли отправляют своих посланников к другим королям, их следует уважать. И никогда не намерен унижать. Особенно, когда посыльный ученый. Если он хочет, чтобы я вмешался, я приду, как обычно, с халифом мусульман. И если он ненавидит это, он прочитает и ответит на наше сообщение. И обеспечит мое возвращение к моему народу. Нет нужды в нас на встрече. Когда король узнал об этом ответе, он приказал ему войти так, как он хотел, поскольку он знал о статусе судьи Аль-Бакилани, его твердая решимость и наличие у него интуиции, и что ему отдается предпочтение, и имеет большое значение среди мусульман. Мы упоминали, что судья Аль-Бакилани, находившийся с визитом у римского царя, отказался идти к королю, кроме как в тюрбане и туфлях.
Итак, король принял его решение. И неминуемо узнал, что судья, отказавшийся снять обувь при встрече с ним, не вставал на колени и не наклонялся при входе. Так он хотел обмануть его, сделав дверь ниже. Заставить его наклониться и встать на колени при входе. Когда судья увидел это, он на мгновение задумался. А потом повернулся спиной и вошел в дверь, идя задом. Король восхищался его способностями. И его сердце было тронуто большим авторитетом для него. Стук в дверь. «Входите, министр короля. Король хочет проверить вас. И если ты отдохнул от дороги и от церемонии приема, сам король хочет обсудить один из вопросов веры. Готовы ли вы к этому, судье мусульман? С Божьей волей и поддержкой. Что бы вы ни спросили, вы найдете ответ здесь, министр королевства. Скажи королю, что я буду присутствовать на встрече, о которой мы договорились. Скажи мне, а мусульманский судья? Что вы скажете об Иисусе Христе, сыне Марии, мир ему? Дух Аллаха, его слово, его слуга, его пророк и его посланник. Иисус был подобен Адаму. Он создал его из пыли. Тогда он сказал ему: будь, и он есть. А мусульманин, ты говоришь, что Христос – раб. Да так мы говорим и верим. Не ты ли говоришь, что он сын Божий? Не дай Аллах. Аллах не брал сына, и никогда не было с ним никакого божества. Хорошо ли раб создает, дает жизнь и вызывает смерть? И исцелить слепого и прокаженного? Нет, не мог, но все они – деяния Всевышнего Аллаха. Но в вашей книге Коран упоминается, что все это сделал Христос. Он создал, оживлял и причинял смерти, исцелял слепых и прокаженных. Затем вы приходите и отрицаете все это. И сказать, что Христос – раб. Раб создает. Раб дает жизнь и вызывает смерть. Раб лечит слепых и прокаженных. Нет. Аллах только сказал нам в своей книге, что Иисус, мир ему, сделал все это с позволения Аллаха. Он вылепил из глины птицеподобную форму, затем вдохнул в нее, и она стала птицей с позволения Аллаха. И он оживлял мертвых только с позволения Аллаха. И он исцелил слепого и прокаженного с позволения одного Аллаха. У него нет партнера. И если бы Христос оживлял мертвых и исцелял слепых и прокаженных сам и своей силой, то можно было бы также сказать, что Моисей раздвинул море и вынул руку свою белую без болезни сам. Допустимо также сказать. Говорят, что все чудеса пророков подобны их собственным действиям. Без воли Творца. Когда это было недопустимо для них, также не дозволялось приписывать ему чудеса, явившиеся от рук Христа. Но чудо Христа, как и чудеса всех других пророков, все по воле Аллаха. Когда король и его соратники отчаялись в дебатах с мусульманским судьей Абу Бакром аль-Бакилани, они намеревались разозлить и победить его. Поэтому они плохо отзывались о жене нашего пророка, мир ему. Так что же ответил аль-Бакилани и как он ответил? Входите, а мусульмане, судья. Мы не привыкли видеть, как вы откладываете встречу. Что заставляет вас опаздывать? Встреча после сэр-намаза, как мы и договаривались, о царе Рима. Я пришел, как только закончил молитву. Я не предполагал, что встречу кого-то, кто предшествует моей встрече с другим. Молитва за нас, а король восточных римлян. Было постановлено верующим постановление определенных времен. И произнесение Аллах Акбар в нашем азане, исламском призыве к поклонению, напоминает вам, что Всевышний больше всего.
Ничего, а судья мусульман. Я не хочу больше затягивать разговор. У этого пастора есть вопрос, на который мы хотим, чтобы вы ответили. Пожалуйста, задайте свой вопрос пастору. Скажи мне, судья, что сделала жена вашего пророка? И как она относилась к дифамации, в которой ее обвинили? Когда лицемеры не смогли причинить вреда Мухаммеду, мир ему. Они хотели ударить его ножом в спину. И сказать о его жене, что они говорили. И привлекли других, которые не знали. Однако наш Господь оправдал ее свыше 7 небес. И разъяснил им чудовищность их речи. И разоблачил лицемеров, и опозорил их. Да тот, кто верит в вашу книгу Корана, поверит в эту историю. Но мы хотим конкретных доказательств вдали от Корана. Если бы мы верили в это, у нас бы не было этих дебатов в первую очередь. А чувак, разве ты не знаешь этого, а также являешься ученым мусульманских ученых? Я тоже судья. Итак, позвольте мне научить вас золотому правилу. Что, возможно, когда-нибудь принесет вам пользу. Правило гласит, что тот, кто утверждает, должен представить доказательства. Это означает, что вы должны предъявить доказательства, а не я. Что касается доказательств, то у меня их нет. Потому что это произошло на вашей земле. Но я скажу вам несколько слов, повторенных некоторыми из вас. Хорошо, позвольте мне сделать это яснее для вас. Разве иудеи не говорили о Марии то же самое, что говорили о ней после того, как она родила Иисуса? Разве некоторые из них не говорили: «Ты, Мэри, определенно сделала беспрецедентную вещь»? Разве вы не знаете, что некоторые до сих пор повторяют эту вопиющую клевету? Да, они повторяют это и сегодня. Но есть две женщины в истории. Женщина, которая не вышла замуж за Мрию, но родила мальчика. И женщина, которая вышла замуж за Аишу, но у нее не было ребенка. Так что, если испорченный разум усомнится в одном из них, то он должен быть первым. Они восхваляют Аллаха, двух непогрешимых женщин, оправданных с небес по откровению Всевышнего Аллаха. Однако вы обвинили ту, которая вышла замуж и не родила. И мы оправдали ту, которая не вышла замуж и родила ребенка. Хорошо, пастор, у вас есть ответ на этот ответ. На самом деле. На самом деле время для дебатов закончилось. А завтра снова дебаты. Продолжались переговоры между судьей Абу Бакром Аль-Бакилани и королем Рима. Относительно договора между мусульманами и восточными римлянами. В течение нескольких дней с вкраплениями некоторых дебатов. И дебаты сегодня ознаменовали собой переход от защиты и отпугивания подозрений к внезапному нападению, которого противник не ожидал. Между мной и вами, судья мусульман. Твоя речь на предыдущих дебатах вошла в мое сердце. И я не нахожу на него ответа, и я не могу доказать, что вы лжете, но все же в груди что-то есть про ислам, я не понимаю. Что это, министр королевства, скажи это. Вы, мусульмане, расисты. Да-да, у вас есть расизм. Вы позволяете себе жениться на еврейках или христианках. И не позволяйте другим жениться на ваших мусульманских дочерях. Мы женимся на еврейках, потому что верили в Моисея. И жениться на христианках, потому что мы верили в Иисуса. И ты, когда поверишь в Мухаммеда, мы позволим тебе жениться на наших дочерях. А Боже, у тебя есть ответ на все. Сегодня я прошу вас, министр королевства. И вы должны ответить на мои вопросы. Насколько я понимаю, царь восточных римлян, ты говоришь, что богословие соединилось с мужественностью. Как так? Не могли бы вы объяснить это нам? Простая теология состоит в том, что Бог имеет божественный образ Отца. Что касается мужественности, то это человеческий образ Христа Сына. Но почему? Какой мотив для того, чтобы Бог был разделен на 2 или 3 образа, добавив Святого Духа? По вашему утверждению, цель сошествия Бога в человеческом образе, а затем распятого спасти людей от их грехов, которое известно нам как учение о спасении. Но вот мой вопрос. Знал ли Христос, что Он будет распят, как вы говорите, и закончит так, как Он закончил? Или Он не знал? Может быть, Он знал, что Его распнут, а может быть, и не знал.
Я не знаю, в чем смысл вашего вопроса. Потому что если бы он не знал, что хотели сделать с ним евреи и что они замышляли для него, он отказался бы быть Богом и даже Сыном Божьим, поскольку положение божества требует знания невидимого. Но если бы он знал заранее и занялся этим делом с проницательностью, он не был бы мудр. Потому что мудрость удерживает человека от бича. Так как же он может быть Богом, как вы утверждаете? А потом быть замученным и распятым? Нет Бога, кроме Аллаха. Что вы скажете, министр королевства? Ничего, ничего. Я просто поражаюсь доводам этого мусульманина. Он породил сомнения в нашей религии. Мы узнали, что судья Абу Бакр аль-Бакилани отправился в страну восточных римлян в качестве посланника своей страны по вопросам внешней политики государства. Царь восточных римлян воспользовался этой возможностью и провел несколько дебатов с аль-Бакилани, который был описан некоторыми историками, что Аллах явил свою религию над всеми религиями. Но самое известное и последнее из этих событий было, когда король хотел почтить аль-Бакилани перед его уходом из земли восточных римлян. Поэтому он пригласил его на день, который был одним из форумов христианства, где в тот день преувеличивал проявление торжества. Добро пожаловать к старшему имаму судье мусульман. Я принял твое приглашение, а царь Рима, на день твоего пира. Сегодня я представляю вам уникального, выдающегося и уважаемого гостя. Пусть патриарх войдет к нам. А факих, знаток исламской юриспруденции и исламского права, это величайший патриарх, наставник религии и хранитель веры. Добро пожаловать к величайшему патриарху. Как вы и как ваша семья и ребенок? Что скажешь, мужик? Я прошу тебя, а высокочтимый патриарх. Как ты, как твоя семья и ребенок? Ты, должно быть, сумасшедший. Какую часть моей речи вы отрицаете? А чувак, разве ты не знаешь, что мы считаем их намного выше имущества супруга и ребенка? А вы? Вы считаете недоверчивым, что у этого человека есть супруга и ребенок, и считает это слишком возвышенным для него. И не считай одно и то же недоверчивым для твоего Господа Всемогущего. И приписать это ему. Какое позорное мнение. Хотя это явно неправильно. Что ты видишь в этом дьяволе? Одобрить его просьбу. Льстить своему другу королю мусульман. И отправить ему подарки. И депортируйте этого иракца из вашей страны сегодня, если сможете. В противном случае, я не добьюсь его мятежа над христианами. Король так и сделал. И ускорил увольнение Абу Бакра. И отправил с ним несколько пленных мусульман. И назначил стражу из своей армии для защиты судьи, пока он благополучно не доберется до места назначения. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا